Счастливая семейная жизнь, любил повторять папа Иоанн Павел II, передается по наследству. Поэтому свою особую миссию католический костел видит сегодня в заботе об укреплении благополучия современной семьи для блага будущего. Согласно Священному Писанию, семья – это установленный Богом священный союз мужчины и женщины, который, к тому же, является отображением союза отношений Бога с людьми. К сожалению, печальная правда этих отношений сегодня такова. Разрушенные семьи, одиночество, равнодушие, непрощение, алкоголизм. Понтифик, исходя из современной ситуации в мире, призывал людей не только нести на себе пятно греха, но и смывать его, преобразовывая себя. Он призывал к конкретным действиям. Символом надежды для многих семей во всем мире стало католическое движение «Супружеские встречи». Его цель – возрождение и углубление отношений между супругами, обновление духовной жизни мужа и жены, новый взгляд на семью, как на христианский путь к святости. Движение зародилось в конце 70-х годов в Польше. Импульсом же к его возникновению стала программа, разработанная в Канаде. Попав на польскую почву, проект был адаптирован к местным условиям, а затем распространился в странах Восточной Европы. Сегодня мы побываем на супружеской встрече у нас в Беларуси, познакомимся с ее участниками и убедимся, что взаимопонимание, прощение, диалог в семье возможны. Супружеские встречи. Заинтересовавшись такой возможностью углубить отношения в семье, супруги непременно зададутся вопросом: а можем ли мы стать участниками этих встреч? Ответ однозначен – можете. Возраст, вероисповедание, стаж семейной жизни значения не имеет. Главное – желание изменить свою жизнь к лучшему. К примеру, семья Валеры и Лилии самая обыкновенная. Вместе 26 лет, у них 3 взрослых детей, по воскресеньям иногда их можно вместе увидеть в костеле, а большую часть их времени занимает работа. Лилия не раз слышала отзывы о супружеских встречах от счастливых подруг. Как-то за ужином она и сама решилась предложить Валере необычно провести выходные, уехать на 3 дня из родного дома. Реакцию мужа на такое предложение Лилия ожидала с тревогой. Нормально я отреагировал. Почему? Я за ней везде. Когда она уезжает куда-то на несколько дней, так мне уже плохо становится. Ей то же самое. Время полетело очень быстро. Не успели оглянуться. Вот 25 лет пролетело, а тут уже Очень быстро. Дети учились. Время как-то казалось медленно шло, а потом бах-бах-бах, и не успели оглянуться, а тут уже все. Старшему уже 26 будет в этом году. Быстро очень. А в отпуске были 1 раз только вместе. Я тут с детьми, то она работает, то туда, то сюда, то она в деревне, я мотаюсь туда в деревню, то на дачу. Ой. Если уехать на супружеские встречи, чтобы сменить обстановку, было главным мотивом поездки мужа, то у жены, как хранительницы очага, свои тонкие замыслы и тайные цели относительно предстоящего мероприятия. Спустя 26 лет чувства немножко, они угасают, но они у нас все равно, они у нас есть. Хочу, чтобы муж больше меня понимал. Хотя он у меня и так и любит меня, и цветы дарит еще и до сих пор. Вот. Но понимания, конечно, хочется больше. Хотя он даже догадывается иногда, что я думаю. Вот. Но еще хочется вспомнить свою молодость, может быть. Просто мы уезжаем, знаете, как привыкла все время что-то делать дома, и готовить, и это все, а там, наверное, все, ничего не надо будет как-то делать. Вот даже я не знаю, как это я себя буду. Я просто без работы не привыкла жить. Вот в чем дело. Вот кого менее всего можно было ожидать на встречах для супругов, так это монаха. Между тем, они регулярные участники, неизменные спутники каждых реколлекций для семей. Отец Олег принадлежит ордену капуцинов. В роли священнослужителя только пару месяцев, и у него, как и у каждого участника, свои ожидания от мероприятия. Я ще ранее завжди пам'ятав об тим, що одна з важних
функцыі святара гэта спадарожнічаць чалавеку у розных момантах ягонага жыцця. І у гэтым прыгажосць святарства, потому што як святар я мог быць сведкам розных момантаў, і прыгожых, і сумных, і цяжкіх, і лёгкіх. І тут, працуючы ўжо ў Мінску, сустракаючыся з рознымі святарамі, між іншым, у прыватнай размове я даведаўся пра тое, што ёсць нешта такое, як сустрэчы сужанкаў. Сустрэчы, на якіх сужанкі ўзаемна пазнаюць сябе, сваё жыццё і дзеляцца сваім вопытам. І цэнячы гэты абшар чалавечага жыцця, вельмі важны для кожнага чалавека, які выходзіць замуж ці жэніцца, то, безумоўна, хацеў бы яго лепш пазнаць і каб быць, можа, больш кампетэнтным у сустрэчах з сужанкамі ці сем'ямі. Я хацеў бы вось так глыбей менавіта сустрэцца з людзямі, якія разважліва, вельмі адказна хочуць падыходзіць да свайго задання сужанства. Безумоўна, нягледзячы на тое, што манахі, гэтае пакліканне на першы погляд можа здавацца так радыкальна адрозніваецца ад сужанскага паклікання, усё ж такі чалавечае жыццё кожнага чалавека без выключэнняў з'яўляецца Божым дарам, і змест чалавечага жыцця ці ў сужанстве, ці ў манастве, ці ў святарстве, ці на якім іншым шляху з'яўляецца выконваннем Божай волі. Галоўны сэнс майго манаскага жыцця – гэта бліжэй пазнаваць Бога, бліжэй пазнаваць ягоную волю і менавіта гэтую волю таксама прыбліжаць людзям. Як святар таксама з'яўляюся ў нейкім сэнсе пасярэднікам паміж чалавечым жыццём і тым, да чаго Бог заклікае людзей. Таму, безумоўна, я свядомы таго, што маё і манаскае жыццё, і святарскае жыццё, яно досыць кароткае. Я яшчэ дастаткова малады чалавек, але ўсё ж такі гэта таксама нейкі вопыт, які, быць можа, таксама патрэбны і ў сужанстве, і ў якім-кольвек іншай сферы чалавечага жыцця. Наталья и Владимир. Ровно год назад они сами были участниками супружеских встреч. Тогда накопленный пласт проблем за 9 лет супружества уже начинал настойчиво о себе заявлять. И вот, оставив дома 3 детей, они уехали на реколлекции, даже и не предполагая, что те выходные, непривычно посвященные исключительно друг другу, смогут так существенно повлиять на их дальнейшую жизнь. Поехали мы, конечно, с чувством неопределенности и незнания, что нас там ожидает. Но вернулись с большим чувством, лично я, большим чувством удовлетворения и радости, потому что вот те дни, которые мы пережили на этих супружеских встречах, мы возобновили, мы открыли в себе даже новые чувства. Мы нашли подход друг к другу, то есть нашли те ключи к диалогу, который действительно помогает решать всяческие возникающие проблемы в жизни, в этой повседневной, заботами. Вот мы как-то больше углублялись в эту повседневную жизнь и как-то меньше времени уделяли друг другу. Вот теперь мы уже после этого уикенда более осознанно как-то реагируем на все вещи и общаемся друг с другом уже лучше, скажем так. Мы больше стали слушать друг друга. Да, лучше стали прислушиваться друг к другу. И выслушивать, да. Участником супружеских встреч может стать каждая пара лишь однажды в своей жизни. Несмотря на это, Наталья и Владимир завтра вновь поедут на реколлекции. Правда, в иной роли. Они ведущие, одни из лидеров движения супружеских встреч. Это им завтра предстоит открыто делиться перед участниками своим опытом решения проблем, своими неудачами и победами преодоления своего «я» в семейной жизни, где главным словом должно быть «мы». Мы хотим, чтобы вот как нам помогли аниматоры на тех встречах, чтобы и мы также для некоторых супружеских пар, может, помогли им раскрыться также и начать слушать друг друга и понимать. Реколлекционный дом, вечер пятницы. Сегодня здесь ожидают 6 пар из разных городов Беларуси, которые сделали выбор в пользу необычного проведения уикенда. Вдали от дома, в уединении. Семьи встречают подготовленные супружеские пары, аниматоры. Каждой паре предоставляется отдельная комната. Самый лучший номер вам. Люкс для новобрачных. Сколько в супружестве? Скоро год. Скоро год. Но
Еще имеете право. Прошу. Так шикарно. Да, это вот на 3 дня ваши апартаменты. Все самое необходимое здесь, и что хотите. Примерно через час, это где-то в 18:00, мы вас там ждем внизу, где мы вас принимали. И на это время у нас назначен ужин. Конечно же, будем ждать, чтобы все приехали, чтобы все вместе сидеть на стол. Ну, а до этого времени вы свободны. Начинаются супружеские встречи традиционно в 6 часов вечера в пятницу. Продлятся они 3 дня и закончатся в 3 часа в воскресенье. Сегодня это 18-е супружеские встречи, организованные в Беларуси. Святло Христа. Супружеские встречи начались, и одновременно начался отсчет времени углубленного понимания себя, постижения ближнего. И неважно, с этим ближним ты рядом 30 лет или полгода, в атмосфере предельного доверия, слушания открываются новые тайны, казалось бы, такой знакомой личности своей второй половине. Все, что происходит на супружеских встречах, глубоко интимно и требует уединения. Поэтому мы вынуждены оставить супругов один на один и умолчать о всех тонкостях программы мероприятия супружеских встреч. Скажем только, что пары вступили на путь понимания друг друга. На этом пути нередко встречаются невысказанные претензии, откровения, обсуждения тем, которые всегда были болезненны, но так и никогда не обсуждались дома. Окруженный твоей критикой, я учусь обвинять. Окруженная твоими насмешками, я становлюсь недоверчивой. Окруженный твоей враждебностью, я привыкаю бороться. Окруженная твоим унижением, я привыкаю чувствовать вину. Всякий раз колокольчик призывает встретиться вновь всех супругов после непродолжительного уединения. В течение 3 дней у каждой из пар есть возможность прояснить все вопросы касательно духовной жизни. Общение со священниками, чтение Евангелия, молитвы – элемент духовности является ключевым на реколлекциях для супругов. Католический костел вообще настроен на то, чтобы в своем служении, в своем проповедовании, чтобы помочь человеку. И мы отлично знаем, что семья, супружество, то есть фундамент любого общества, любого государства. И только здоровые семьи, здоровые супружества могут быть действительно этим будущим, здоровым будущим любой жизни. Поэтому такое внимание обращаем и на подготовку молодых людей до супружества, и потом, чтобы когда они уже начинают эту совместную жизнь, чтобы они не остались сами со своими проблемами. Потому что, известно, молодой человек имеет много идей, имеет иногда много тоже энтузиазма, но потом не хватает рассудку. И поэтому нужно то, чтобы был кто-то, может постарше, кто-то, кто уже прожил 1, 2, 3, чтобы мог этим людям подсказать, помочь им. Поэтому и вот такое движение этих супружеских встреч появилось, уже долгие годы существует, которое имеет как главный цель поддержку для супружества, для семейной жизни.
Когда возникла идея проводить духовные упражнения, супружеские встречи в странах Восточной Европы, оказалось, что здесь очень трудно найти супружеские пары. Причины этого разные – разбитые семьи, безразличие по отношению к духовным ценностям. Традиционно лучшим способом решения семейных трудностей в нашей стране стал развод. Жизнь, полная мечтаний о счастье, почему-то заканчивается разочарованием. Мне кажется, другой вопрос – понимание счастья. И эти несчастливые семьи очень часто несчастливы в том, что ищут одного, а получают совсем другое. Когда молодые люди, входя в супружеский союз, думают, что это будет, скажем, текущий шоколад в жизни, потом, конечно, есть разочарование, потому что жизнь, она не такая сладкая. И счастье, оно может быть в жизни каждого человека. Нет таких людей, которые уже в самом начале были бы сказаны на несчастливую жизнь. Таких нема. Только иногда потом человек как бы не умеет найти этой дороги, которая может его до счастливой жизни довести. И то эти несчастливые семьи, часто они будут и несчастливы, потому что остались сами со своими проблемами. Что не хватило этого хорошего советника, который бы им помог, который бы в трудную минуту подал руку и помог им этих пару шагов сделать, чтобы перейти через реку или то, что вот на их дороге случилось. Руку помощи семьям протягивает Костел, предлагая просто быть постоянным спутником супругов. Движение Костела «Супружеские встречи» было благословлено папой Иоанном Павлом II еще в конце 70-х. Началась разработка психологических и теологических аспектов движения. В 2004 году программа получила официальный статус. Отныне супружеские встречи являются частью пасторской опеки семей. Моим заданием, которое я считаю есть как священника, то есть сеять это Божье Слово. А что с него потом вырастет, то уже есть дело не мое, то уже Пана Бога. Поэтому я и эти мои сотрудники, которые это делаем, мы стараемся посеять доброе слово. Посеять действительно в них что-то хорошего, чтобы они, уезжая от нас, взяли с собой, чтобы это осталось где-то там глубоко в их сердцах, и чтобы они могли с этого сделать какую-то пользу в их жизни. Поэтому мне кажется, что было бы плохо, если бы я в самом начале уже чего-то большого ожидал. Тогда могло бы это быть потом разочарованием для меня. Поэтому я не ожидаю. Я просто делаю свое, а что из этого будет? Пусть Господь Бог решает. Помоги нам, Господи, больше слушать, чем говорить. Понимать, а не оценивать. Делиться, а не дискутировать. Самое главное – дарить. Вечер. Время более тесного общения и знакомства участников. Звучат шутки, поются песни. Нередко эти знакомства переходят в крепкую дружбу сразу нескольких семей. Дружбу, которая продолжается долгие годы, напоминая о том далеком вечере, проведенном некогда на супружеских встречах. Мы с Леной попытаемся рассказать о себе. То, чего вы еще не слышали от нас. Нас зовут Лена и Паша Кузьмицкие. Мы приехали из Минска. В супружестве мы 8 лет, 3 месяца и 17 дней. У нас есть 4 дочки, старшей 7 лет, младшей год. Значит, в супружеских встречах мы 5 лет. Что еще такого интересного? Рассказать что-нибудь интересное найдется каждой семье. Одни за другими звучат рассказы об истории любви с первого взгляда, о курьезных случаях семейной жизни, о потешных проказах собственных детей. Да мало ли еще о чем. Надо добавить, что в такой же атмосфере доверия движение «Супружеские встречи» проводит вечера для влюбленных, реколлекции для помолвленных, а для бывших участников супружеских встреч
Также регулярно организовываются вечера отдыха. Нельзя сказать, что реколлекция такое универсальное какое-то лекарство, что оно там помогает от всех конфликтов и так далее. Но особенно последнее время как-то начало больше приезжать пар, которые переживают такие разные кризисы. Сейчас мне вспоминается одна такая пара, Лена с одним таким Сергеем, которые уже сейчас аниматоры супружеских встреч, которые приехали на эти реколлекции с написанным заявлением о разводе. Последний шанс это был у них. Да. Остаться вместе. Они использовали этот последний шанс, и для них это помогло. И тоже они говорят это в своих введениях, что и тоже когда приглашают людей, что нам это помогло, поедьте, может быть, поможет это и вам. У нас такая одна очень хорошая пара, он председатель церковного комитета, она очень такой активист в костеле, и наша Регина Ивановна, она заболела сильно, и уже ее муж Николай поехал ради нее, он уже просил, ну, Коленька, поехали. Они поехали вместе на эти реколлекции, и они приехали, ну и Николай как бы так все, как ежик. Сдержанно очень это все воспринимал, а в конце, что было в конце? А в конце, когда во время деления, что там эти реколлекции внесли, то он как бы тоже так сдержанно отозвался, сказал, ну что это, потому что у них 30 или сколько там стаж супружества, и он сказал, что это может быть для более молодых хорошо, а для нас это уже как бы может быть немножко поздновато. А после них была супружеская пара с молодым стажем год, где муж сказал, что я на этих реколлекциях первый раз в своей жизни сказал жене, что я ее люблю. И потом Николай перебивает того мужа. А Николай ни с того ни с сего. Ты первый раз сказал за год, что ты любишь свою жену, а я за 30 лет первый раз сказал. Все упали просто. И это для нас был такой вот, ну, такая отметка отличная этих вот реколлекций. 18-е реколлекции приближаются к завершению. Традиционно участники делятся своими впечатлениями о прожитых днях. Я подякувала реколекціям за те, що ми мали можливість побачити інші сім'ї. У нас вельми маленький опыт сумісного життя суженського. І тому, звісно, те, що ви розповідали, те, чим ділилися, це було вельми важно і коштовно для нас. Чувство какой-то неожиданности, чувство гордости за то, что и радости, что мы побывали на этих вот встречах, познакомились, узнали. Выводы сделаем, что больше будем разговаривать в семье. Пересмотрели прожитую жизнь, та, которая на сегодняшний день есть. Это заставляет задуматься о суде. Эти пытания, разважания над своих относинах до Бога. Иногда эти реколлекции, то есть какой-то, скажем, толчок, который может действительно что-то поменять в будущем, в жизни человека. Я на каждых реколлекциях, в первой этой встрече, припоминаю людям эту ситуацию Закхея из Евангелия, который, услышав о Иисусе, по любопытству пошел посмотреть, кто он такой, что-то такое. Залез на дерево и с дерева смотрел. И тогда Иисус потом приходит к нему и говорит ему: Закхей, сойди, я хочу у тебя сегодня побыть в дом. И после этой одной встречи Закхей полностью меняет свою жизнь. Говорит, что вот если я раньше кого-то обидел, если кого-то обокрал, я все отдаю в 3 раза больше. Я хочу жить по-другому. По любопытству вышел навстречу, а поменялась полностью его жизнь. Поэтому иногда и в таких ситуациях может быть, что люди приезжают иногда ради любопытства, а потом получается из этого что-то совсем другое. Не напрасно святой Иоанн в Евангелии говорит, что Дух может повлиять там, где он хочет, а не где человек ожидает этого.
Когда ты терпелив, и я становлюсь терпеливой. Когда ты обо мне заботишься, я учусь доверять. Когда мы прощаем друг другу, мы вновь и вновь находим в этом мире любовь. Господь, храни ее.